Добрый день, коллеги! Мы продолжаем серию вебинаров, посвященных функциональной грамотности. И сегодня мы поговорим с вами про читательскую грамотность в контексте функциональной грамотности обучающихся. То есть мы посмотрим, каким образом, какие задания входят в этот блок и, собственно, какие существуют подходы к системе оценивания. Итак, мы говорим с вами о том, напоминаю, что функциональная грамотность – это способность человека использовать все полученные знания, умения, навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач. То есть то, насколько грамотно наши дети могут, обучающиеся дети, да, могут использовать весь тот багаж, который мы им даем из урока в урок. И, соответственно, этих определений очень много, и мы уже неоднократно останавливались на них, поэтому вы можете более детально изучить, но тем не менее. Я напомню, что, и буду повторять об этом эти слова регулярно, о том, что мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности направлен на формирование способностей учащихся применять в жизни полученные в школе знания. И основная суть этого мониторинга не контроль и не проверка, а поддержка и обеспечение формирования функциональной грамотности. И фактически мы говорим о том, что основная цель этого проекта – это повышение качества российского образования и конкурентоспособности наших с вами обучающихся на мировом рынке образовательных услуг. Соответственно, задача мониторинга, главная задача мониторинга состояла в том, чтобы разработать систему заданий для обучающихся 5-9 классов, как основу для новых методик формирования функциональной грамотности. Я напоминаю, что в 2019 году прошла апробация в некоторых регионах Республики Коми. Вы видите, что прошла она достаточно успешно, и фактически я напоминаю, что каким образом создаются эти задания. Задания создаются с учетом 3 основных критериев. Первый критерий – это наличие ситуационной значимости контекста. То есть создается контекст задания, который близок и понятен ребенку. Далее мы говорим о необходимости перевода условий задачи, сформулированных с помощью обыденного языка на язык предметной области. И в данном случае применение как раз-таки и предметных, и метапредметных знаний и так далее. Кроме того, мы с вами говорим о том, что таких заданий раньше не было, то есть новизна формулировки задачи и неопределенность способов решения. При этом мы говорим, что мы понимаем, что задания по функциональной грамотности включают в себя 6 блоков. Это математическая грамотность, читательская, естественно-научная, финансовая грамотности, то есть 4, скажем так, более-менее понятных предметных областей, и глобальные компетенции, креативное мышление – это то, что нам немножечко непонятно. Я напоминаю, что до всех событий планировалось проведение мониторинга функциональной грамотности обучающихся на апрель 2020 года. Мы так понимаем, что в любом случае ориентируемся на то, что в 2020 году этот мониторинг будет проведен, поэтому рекомендуем, конечно же, с ребятами заниматься, готовить их и, собственно говоря, ориентировать на эти испытания. Когда мы говорим, что такое читательская грамотность? Оценка читательской грамотности – одна из важнейших составляющих оценки функциональной грамотности школьника. И предметом измерения является чтение как сложно-организационная деятельность по восприятию, пониманию и использованию текстов.
В мире и в России к настоящему времени накоплен значительный опыт оценивания читательской грамотности. Однако в связи с изменениями как мира, в котором живет современный учащийся, так и целей и задач, стоящих перед образованием в аспекте формирования читательской деятельности, возникла необходимость создания концепции оценки читательской грамотности на современном этапе развития российского образования. Предлагаемая концепция опирается прежде всего на концепцию оценки образовательных достижений учащихся ПИЗа 2018. Ну и, конечно же, на теоретические положения Цукерман, отраженные в документе «Оценка читательской грамотности. Материалы к обсуждению». При разработке концепции уделено особое внимание значению умений, связанных как с пониманием прочитанного, так и с развитием способности принять полученную в процессе чтения информацию в разных ситуациях, в том числе в нестандартных. Для того, чтобы человек мог в полной мере участвовать в жизни общества, ему необходимо уметь находить в текстах различную информацию, понимать, анализировать ее, уметь интерпретировать, оценивать прочитанное. Таким образом, с учетом современного социального запроса расширен спектр оцениваемых умений, связанных с читательской грамотностью. То есть, кроме умений на осмысление и оценку информации, вы видите, оценка читательской грамотности на слайде, в перечень добавлено умение оценивать качество и надежность текста, обнаруживать и устранять противоречия, критически оценивать информацию, применять полученную информацию при решении широкого круга задач. И сформулированы новые критерии отбора текстов для чтения, то есть с учетом таких параметров, как формат, вид, тип, объем текста для разных возрастных категорий. При разработке концепции за основу были взяты определения, положенные в исследовании ПИЗа, то есть читательская грамотность – это, вы видите, способность человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания, возможности и участвовать в социальной жизни. Представляется, что в этом определении важен каждый из названных признаков понятия. Слово «грамотность» подразумевает успешность во владении учащимся чтением как средством осуществления своих дальнейших планов. Это продолжение образования, подготовки к трудовой деятельности, участие в жизни общества. Содержание понятия читательская грамотность включает как понимание прочитанного, так и рефлексию, то есть раздумье о структуре текста и так далее, так и использование информации прочитанного. Причем в данном случае мы говорим о том, что использование человеком содержания текста в разных ситуациях деятельности и общения, и для участия в жизни общества, и экономической, и политической, и социальной, и культурной, то есть во всех сферах жизни общества. При этом мы понимаем, что мы можем говорить о трехмерности измерения читательской грамотности. То есть чтение – это многогранная способность человека, и результаты овладения им должны быть представлены несколькими характеристиками, основанными на, во-первых, содержании, то есть тип текста, второе, проверяемых видах деятельности, и третье, ситуациях, в которых читаются письменные тексты за пределами школы. Фактически мы понимаем, что слово «текст» подразумевает печатное или изображенное на дисплее тексты, в которых использован естественный язык. Такой текст может включать и визуальные изображения, например, в виде диаграмм, картинок, карт, таблиц, графиков, хотя исключает включение фильмов и телеизображения, мультипликации, картинок без слов. Не существует идеальной категории типов текстов, очевиден факт, что один и тот же текст может включать признаки различных видов. Для цели исследования важнейшими признаками следующие общие особенности текстов. Это их связность и последовательность, их реалистичность, фактографичность, то есть научные, публицистические, деловые, и вымышленность, художественность, их сплошной и несплошной характер. То есть в исследовании используются все виды текстов, вы видите это, а также такие тексты, которые не подходят ни под одну из этих категорий. В задачи исследования не входит определение различий в способностях учащихся читать тексты разных типов. Смысл исследования в том, чтобы, предложив учащимся прочитать и осмыслить наиболее часто используемые в жизни тексты, выявить общие значения
значимые результаты или значение результатов. Какие же виды деятельности проверяются в рамках читательской грамотности, мониторинга читательской грамотности? Важнейшими составляющими читательской деятельности, поддающимся измерению, являются читательские деятельности, то есть те задачи и способы их решения, которые использует читатель для того, чтобы проложить собственный путь по тексту и между текстами. В отличие от концепции читательской грамотности, в исследовании ПИЗа в данной концепции функциональной грамотности выделено 4 группы читательских действий. Первое, вы видите, даже в данном случае будет 5. Читательские действия связаны с нахождением и извлечением информации из текста. То есть поиск информации – это процесс определения места, где эта информация содержится. Некоторые вопросы текста теста, да, предполагают только указание на то, где может быть найдена запрашиваемая информация. В большей степени это относится к печатному тексту, все части которого читатель может увидеть непосредственно. При поиске информации в печатном тексте читатель может ориентироваться на заголовки и таким образом определять часть текста, содержащую искомое сообщение. В электронном тексте читателю при поиске информации зачастую приходится обращаться к гиперссылкам. Трудность поиска информации определяется числом страниц, которые надо просмотреть для определения нужного места в тексте, и объемом сообщения, а также тем, содержится ли в вопросе косвенное указание на возможное место локализации искомой информации. И чтобы найти в тексте один или несколько фрагментов информации, необходимо бегло просмотреть, то есть, мы говорим, сканировать весь текст и выделить ту его часть, например, страницу в сплошном тексте, таблицу там, или список, где искомая информация содержится. При этом мы с вами понимаем, что когда мы говорим про наших детей, которые якобы владеют более грамотно используют ресурсы сети интернет, при этом, то есть более уверенные пользователи и так далее, мы понимаем прекрасно, что наши дети умеют играть, умеют общаться в соцсетях, в различных мессенджерах, но при этом сложности детей заключаются в том, что они слабо умеют анализировать полученную информацию и вычленять из нее тот необходимый объем, который требуется. Отсеивая ненужное, отсеивая малозначимую информацию, либо же даже в ряде случаев ошибочную информацию. Поэтому извлечение информации – это процесс выбора, как процесс выбора и предъявления конкретной информации, запрашиваемой в вопросе, вызывает наибольшие затруднения у наших обучающихся. Второе действие – это связано с интеграцией и интерпретацией текста. Чтобы понять внутренний смысл текста, его отдельные сообщения, необходимо связать друг с другом и истолковать их. Толкование или интерпретация предполагает извлечение из текста такой информации, которая не сообщается напрямую. Иногда для этого нужно установить скрытую связь, иногда понять подразумеваемое сообщение, осмыслить подтекст. И истолковывая текст, читатель делает явными скрытые, допущенные или какие-то там догадки, домыслы, либо же скрытую информацию. Иногда понять подразумеваемое, осмыслить и так далее. Толкование опирается на целый ряд умственных действий. К примеру, для ответа на вопрос учащимся приходится иногда делать выводы из сообщения текста, различать главные второстепенные детали, кратко формулировать основные мысли или на основе сказанного в тексте делать умозаключение о предшествующем событии. В данном случае интеграция или связывание отдельных сообщений текста в единое целое свидетельствует о том, что читатель понимает, что соединяет элементы текста, то есть от отдельных предложений или абзацев до частей составных множественных текстов. И в каждом случае связать единицы информации означает определить их общую роль в тексте. К примеру, доказать сходство или различие, обнаружить причинно-следственные связи и так далее.
И связывание отдельных сообщений текста и их истолкование необходимо для того, чтобы построить общее целостное понимание текста. Учащиеся могут продемонстрировать начальное понимание целостности текста, назвав его там главную тему или основное назначение. Но мы все с вами понимаем, что вот эти действия, связанные с интеграцией, интерпретацией текста, они необходимы нашим с вами обучающимся, в том числе и для построения плана текста, вычленения основной мысли и так далее. Читательские действия связаны с осмыслением и оценкой текста. Здесь мы говорим с вами о том, что читатель, умеющий осмыслить и оценить прочитанное, способен связать сообщение текста с собственным убеждением и опытом. И осмысление и оценка предполагает опору на знания, идеи и чувства, известные читателю до знакомства с текстом. То есть наличие как раз тот самый личный опыт, который необходим. Вопросы на осмысление требуют от читателя обращения к собственному опыту или знаниями, для того, чтобы сравнить, противопоставить, предположить что-то. И вопросы на оценку предлагают читателю высказать суждение, основанное на его личных нормах и мерах. Чтобы осмыслить и оценить содержание текста, читатель должен связать информацию текста с другими внетекстовыми источниками информации, например, согласиться или не согласиться с утверждением текста. И часто читателя просят высказать и обосновать свою собственную точку зрения на предмет, обсуждаемый в тексте. В данном случае мы говорим в том числе о развитии технологий критического мышления. Следует подчеркнуть, что умение осмыслить и оценить текст особенно остро востребовано при чтении электронных сообщений, которые не проходят все инстанции рецензирования и редактирования, принятые в традиционных печатных изданиях. Критический анализ информации, разумеется, необходим и читателю печатных текстов, чтобы не стать легкой жертвой иных недобросовестных или там чрезвычайно предвзятых авторов. Читательские действия, связанные с использованием информации из текста. Данная группа читательских действий предполагает умение читателя применять информацию, представленную в тексте, для решения различных учебно-познавательных, учебно-практических задач. Кроме того, данная группа предполагает активную работу читателя по прогнозированию событий, дальнейшему развитию процесса, последующих результатов эксперимента на основе информации, текста и так далее. И каждая из групп, характеристика которых была дана выше, состоит из конкретных умений. В предлагаемой концепции используется следующая классификация. Вы видите, что их 4 группы. Первое. Находить и извлекать информацию. Мы про это уже говорили. Наиболее интересно в данном случае будет пункт 1.3. Определять наличие и отсутствие информации. Да? Второе. Это интегрировать и интерпретировать информацию. По этому блоку какие умения необходимо демонстрировать? Вы видите, формулировать выводы на основе обобщения, понимать значение неизвестного слова или выражения, понимать концептуальную информацию, авторскую позицию, например, да, коммуникативные какие-то намерения и так далее. В третьей группе осмысливать и оценивать содержание и форму текста. Посмотрите, оценить форму текста, целесообразность, оценить полноту, достоверность информации. То есть все мы крутимся с вами вокруг одних из тех же, в принципе, показателей, только с разных сторон. Высказывать и обосновывать собственную точку зрения по вопросу, обсуждаемому в тексте, пункт 3.6. Обнаружить противоречия. Опять-таки же то самое критическое мышление. Ну и в рамках 4-го использования информации из текста мы говорим о 6 также основных направлениях, по которым умений, по которым мы проверяем, собственно, сформированность тех или иных компетенций. Это использование информации из текста для решения практической задачи, да, то есть без привлечения фоновых знаний. На основе полученных из текста информации собственную гипотезу, то есть мы учим детей анализировать. Далее, предлагать интерпретацию нового явления, принадлежащего к тому же классу, ну и выявление связи между причинами и, собственно, реальностью. В данном случае посмотрите, каким образом распределены были задания в 2019 году по группам читательских действий.
Та самая таблица 1, да? Мы видим, что распределение не очень интересно. Находить и извлекать информацию, видите, там 25% заданий. То есть, посмотрите, если в 5 классе осмысливать и оценивать содержание и форму текста, использование информации из текста равных в долях, то процентном соотношении, то в 7 классе осмысливать и оценивать содержание и форму текста становится гораздо более значимо, да, и большее количество заданий направлено на выявление именно этих групп читательских действий. При этом я напоминаю, что в концепции мониторинга функциональной грамотности, в рамках функциональной грамотности и читательской грамотности учитываются и социальные, и учебные, и личные аспекты чтения, которые находят отражение в различных ситуациях общения человека с текстом, и чтение для такие как, например, чтение для личных целей, то есть включая личные письма, в том числе блоги, чаты, СМС, художественная литература, биография, чтение для общественных целей, например, включая официальные документы, информацию различного рода о событиях, общественного там значения и так далее. Чтение для практических целей, в данном случае мы говорим, что тексты, инструкции, информация о товарах, услугах, реклама, путеводители, расписание движения транспорта, афиши и так далее. И чтение для получения образования, например, это учебная, справочная литература, научно-популярные тексты, ну и другие виды. Ситуация функционирования текста задает и определенный и контекст, в который происходит взаимодействие читателя и текста, то есть личный, общественный, практически образовательный. И предложенные для чтения материалы отражают языковую и культурные контексты страны и учитывают возрастные особенности восприятия. Поэтому исследование читательской грамотности проводится на основе заданий с выбором ответа, с кратким и развернутым ответом. Исследования в области оценивания до сих пор не дали ответа на вопрос, какой формат задания с выбором ответа, краткий или развернутый ответ, можно признать наилучшими для исследования учебных достижений учащихся и для измерения результатов учения. В некоторых исследованиях, например, показано, что задания с выбором ответа и с развернутым ответом проверяют различные умения и требуют для своего выполнения умственной деятельности разного характера. Тем не менее, для оценки заданий используется дихотомическая шкала для заданий с выбором ответа и с кратким ответом, и политомическая для заданий с развернутым ответом, то есть верный ответ, частично правильный ответ, неверный ответ. И такая иерархическая оценка требует разработки критериев оценки и процедуры проверки в контексте современных исследований в области измерений навыков чтения. Для обеспечения сравнимости выставленных баллов за выполненные школьниками задания учитывается колоссальная работа по подготовке экспертов. То есть в любом случае проверяющие должны также пройти определенную процедуру проверки, потому что мы с вами, коллеги, помним, как происходит ситуация по оценке всероссийских проверочных работ, вот эти разночтения в оценке, которые приводят и к третьим перепроверкам, и к выявлению школ с необъективными результатами, и к перепроверкам в целом всероссийских проверочных работ. И в ряде случаев расхождение в баллах от 1 до 3 или это норма, к сожалению. Поэтому прежде чем те или иные эксперты оценивают работы, это все решается на федеральном уровне, и часть ответов оценивается автоматически. Понятно, что открытые вопросы, они оцениваются уже конкретно людьми. При этом хочу напомнить, что формат проведения мониторинга функциональной грамотности, он у нас с вами в онлайн-режиме. Детки усаживаются за компьютеры и выполняют задания в онлайн-режиме посредством работы на компьютере.
Соответственно, ну и проверка происходит аналогично. Коллеги, я себе сейчас позволю рассмотреть более подробно задания и, собственно, в очередной раз вам напомнить, где мы можем посмотреть, собственно, типологию заданий, примеры заданий. У меня это будет гиперссылочка. В конце презентации я вам покажу, ну, собственно, вот он, этот сайт, который я буду озвучивать. Вот он, skifinstrau.ru, то есть Федеральное государственное бюджетное научное учреждение, Институт стратегии развития образования, Инстрау. Поэтому, коллеги, милости просим. Вы видите, что здесь есть вкладочка «Демонстрационные материалы». Я сразу на нее вышла. Но если мы выходим на главную, то есть вот она, заглавная страничка. Вот видите, собирали экспертов. То есть вы можете ознакомиться с определенными новостями, связанными как раз-таки с функциональной грамотностью. Есть у нас вот тут демонстрационные варианты. Вы можете посмотреть, какие семинары проводятся, где они проводятся, как часто и так далее, и так далее. Собственно, с этим вы тоже можете познакомиться. Есть вкладочка «Школьные практики», которые могут поделиться коллеги, если есть опыт, например, по формированию там, финансовой грамотности, смыслового чтения, читательской грамотности, глобальных компетенций. Понятно, что мониторинг запускается только вот с этого года, но тем не менее в рамках навыков 21 века я знаю, что коллеги уже многие работают, и, может быть, есть какой-то опыт, по которому коллеги хотели поделиться. И демонстрационные варианты, я с них ушла, фактически ссылочка до нас на них отправила. Мы заходим в читательскую грамотность. Вы видите, что здесь есть основные подходы к оценке читательской грамотности. Здесь есть диагностические работы, характеристика заданий. На сегодняшний день выложены задания для 5 и 7 классов. По факту мы говорим о том, что оценка функциональной грамотности в рамках проверки мониторинга будет осуществляться с 5 по 9 классы, то есть 5, 6, 7, 8, 9 классы на 5 параллелях. Итак, я предлагаю посмотреть диагностическую работу для обучающихся 5 классов, чтобы вы наглядно увидели, посмотрели, поняли, о чем мы будем с вами говорить. Коллеги, вот оно задание. Задание включает в себя видеть 9 страниц текста. Я сейчас вам пролистала, чтобы вы имели представление. Предлагаю обратить особое внимание на инструкцию. Я вам сейчас ее увеличу, чтобы было виднее. Вам предстоит выполнить работу. 5 класс. Я напоминаю, да, вот это вот, собственно, видно у нас на страничке. Читательская грамотность 5 в адресе 2019 демоверсия. Вам предстоит выполнить работу, оценивающую то, насколько внимательно, вдумчиво вы умеете читать разные тексты. В работе 2 части на выполнение всей работы дается 40 минут. Нужно будет прочитать несколько текстов, выполнить задания к ним, в некоторых заданиях нужно выбрать один или несколько ответов из предложенных. Отметив их галочкой. У других требуется записать краткий ответ в виде числа или нескольких слов. Есть задание, где нужно дать развернутый ответ. Выполняя работу, вы можете постоянно обращаться к текстам, перечитывать их. Если вы не знаете, как выполнять задание, пропустите, переходите к следующему, если тянется время, попробуйте выполнить пропущенное задание. Если вы ошиблись и хотите исправить свой ответ, то зачеркните его, запишите нужный ответ. Зачеркните в данном случае это будет невозможно, потому что вы выполняете его онлайн. Апробация проходила не онлайн, соответственно, коллеги. К сожалению, пока я не забыла, собственно, была возможность, секундочку, коллеги, была возможность пройти, так вот сделаем, первое время, пока можно было пройти в целом, проверить себя на знание, насколько мы грамотны, да, функционально грамотны. Можно было
через личный кабинет попробовать создать личный кабинет, войти и попробовать решить те или иные характеристики, те или иные демонстрационные варианты. Теперь, к сожалению, эта возможность, к сожалению, закрыта. Сейчас, секундочку, еще раз гляну, конечно, но, насколько я помню, так, рабочие материалы, рабочие группы, вы видите, проект, обоснование, основные подходы к оценке функциональной грамотности, график выполнения работ, список регионов, повышение квалификации. Но, к сожалению, видите, нет. Такой возможности теперь нет. Раньше была возможность, можно было там логины по определенному логину и паролю, который был в свободном доступе, попробовать осуществить мониторинг. Итак, коллеги, как нам уже сказали с вами здесь, что в работе две части. И вот начинается само задание. Посмотрите, прочитайте текст «Необычный путешественник» и вы выполните задание к нему, напоминаю, 5 класс. Вот создается проблемная ситуация. Максим увлечен путешествиями, поэтому он часто заходит на сайт Русского географического общества. Однажды он нашел на этом сайте вот такую информацию. То есть ссылка, она активная. Ребенок по этой ссылке может выйти. То есть это труда не составляет, потому что он онлайн все это делает. Да? То есть ребенок еще на это отвлекся. Вот это текст этой статьи. Максим прочитал. Максиму захотелось побольше узнать об этом путешественнике, и он стал искать дополнительную информацию на научно-популярном портале «Вокруг света». Он нашел интервью с Николя Ванье. То вот фрагмент этого интервью. Пошло интервью. Первая страничка интервью. С картинками. Вот оно интервью, это вернулось, да, показываем вам. Карта Транссибирских экспедиций, ну, то есть с легендой, все хорошо. Продолжаем. То есть мы перескакиваем от текста к тексту. А несколько месяцев спустя Максим на сайте одного из книжных интернет-магазинов увидел описание данной какой-то книги. Книга написана известным французским путешественником, посвятившим жизнь изучению Сибири. Температура минус 30. Упряжка из 10 собак стартует. Только благодаря выносливости и чутью. Этот роман о преданности и так далее. То есть, понимаете, без каких-либо, как это сказать, там, грамотно оформленной прямой речи, там, цитированию и так далее, приводится некое описание. Отзыв уже оформлен, видите, со всеми кавычками, не кавычками, с выделениями и так далее. Максиму интересно было узнать мнение читателя об этой книге. Вот один из отзывов, который он нашел. Вот он его читает. То есть, смотрите, по логике, Максим у нас ознакомился, во-первых, с одной статьей на Русское географическое общество. Далее, ребенок, в смысле, вот в рамках условия задачи, условия прерванные, появляется первая статья, дополнительные условия вторая статья, карта, не знаю, к статье, не к статье, мы этого не видим из контекста. Далее идет очередное условие, то есть уже 2 статьи карта. Далее идет описание книги, которая не оформлена, это 5-й вид текста. Источник информации для нашего обучающегося. И продолжается условие. 6-й фрагмент текста. Некий отзыв. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Позитивный, негативный. Наш с вами 5-классник, я подчеркиваю это и не забуду подчеркивать это на всех уровнях. Вот прочитал он эти, а мы с вами, коллеги, на 4-й из 9 страниц. Прочитал он это все у нас внимательно по ходу. И выполняет задание. Какую информацию нашел Максим на сайте Русского географического общества? Отметьте один правильный ответ. Тут он ставит какую-то галочку, выбирает что-то там. Интервью Новиковой, информацию о книге, информацию о награде, информацию о 3 российских экспедициях. Я уже забыла, если честно, о чем мы там читали. Далее, ну здесь вот он выбрал.
опять-таки же вернувшись к тексту, проанализировав или запомнив это, но мы все прекрасно с вами понимаем, что наш ребенок, пятиклассник, прочитав текст один раз, очень редко может ответить на вопрос. Ему надо прочитать его несколько раз. Далее, посмотрите, на компьютере наш пятиклассник должен будет набрать следующий ответ. Опираясь на текст интервью, запишите 3 причины, по которым Ванье, Николя Ванье, путешествует именно на собачьих упряжках. Ребенок должен набрать текст. Третий вопрос по первому блоку. В чем, по мнению Николя Ванье, работа человека, который управляет собачьей упряжкой, похожа на работу тренера? Запишите 3 признака сходства. Ребенок должен сбегать в текст, найти, где это описано. Наверное, это в интервью. Да, вот тренер. Ну, мы с вами нашли, потому что просканировали тексты, потому что, ну, то есть, как бы, я не пятиклассник уже, да, я педагог с опытом. Ну, и человек с опытом. Бежишь. То есть, я соображу, что здесь можно там Ctrl-C, Ctrl-V, как вариант, да. Ребенок, я не знаю, будет запоминать, будет ребенок выписывать это, каким образом это. И мы не знаем, позволяет ли система сделать, копировать, вставить, копировать, вставить. То есть этого мы не знаем. Далее, это третье задание. 3 признака сходства. Четвертое задание меня несколько в интервью описывает веерный способ расстановки собак в упряжке. Отметьте рисунок, в котором изображено именно этот способ. Тут, ну, наверное, чисто логически мы можем поставить буковку Г и успокоиться. Хотя Б тоже похоже, да, и, соответственно, нужно почитать, что же, где же там веерный способ или какой-то там, что и где и как. То есть опять бежим к тексту. Пятое задание, все тоже в первом блоке. Информацию об экспедициях Ванье решили внести в справочник «Необычные путешествия по России». Для каждой экспедиции необходимо указать, где начинался, заканчивался маршрут, а также его протяженность в километрах. Внесите нужную информацию в таблицу. По логике мы уже видим заданные маршруты. Нам нужно указать начало, конец и посчитать протяженность. Бежим, 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 бежим. 6000 километров. Небольшой поселок на берегу Тихого океана, а дальше пустота. То есть куда бежит, зачем бежит? Ну, как бы Сибирь и Сибирь, да? Сибирская Одиссея. Откуда началась, где закончилась? Ну, понятно, что мы можем поставить 6000 километров. Далее. Отметьте одно утверждение, которое подтверждает содержание, противоречит содержанию интервью. Маска перебежала. Читает, выбирает правильный. И выберите книгу, 7-е задание по первому блоку. Выберите книгу, описание которой прочитал Максим. Запишите букву, которой обозначена книга, и в поле ответа объясните свой выбор. Выбрать и выбрал, буковку поставил, хорошо, если правильно поставил. И дальше начинается самое интересное. Ребенок развернуто должен ответить, почему он сделал именно такой выбор. Причем, посмотрите, остаться в живых, Дикая Одиссея и Сибирская Одиссея ведь очень похожи между собой. Потому что, смотрите, и там, и там, и там снег, везде холодно, везде он такой замерзший, везде собаки и все остальное прочее. Но Белль и Себастьян, скорее всего, нет, хотя из контекста это, то есть надо более внимательно вчитываться. Ну, посмотрите, собственно говоря, причем они все написаны Николя Ванье, и как бы вопросов, может быть, я действительно даже неправильно и предположила, может быть, там про Белль и Себастьяна. Далее, 8-е задание, я напоминаю, все по 6 первым видам текста. От каких своих представлений отказалась читательница после прочтения книги? Запишите свой ответ. Какая особенность книги помогла читательнице представить себя участником экспедиции? То есть мы должны к отзыву вернуться. Вот эти 9 заданий. Коллеги, не вводя
ответы, не записывая ответы, мы с вами потратили, не вчитываясь даже в тексты, местами, при том, что скорость чтения моя и пятиклассника, она, хочется верить, что несколько разная. Потому что в моей практике были даже такие пятиклассники, которые, простите, меня начитали по слогам. И это, к сожалению, реалии современного мира. И даже я, зачитывая текст, вот я вебинар где-то уже примерно 40 минут, где-то говоря, да, я заговариваюсь, где-то я прочитала там неправильно, невнимательно, перепутала слова, переставила местами. Мы с вами потратили 15 минут. Не впечатывая ответы, не вписывая их и не вчитываясь в основном в текст. Но, тем не менее, с первой частью мы с вами худо-бедно закончили. Далее. Ребенок должен прочитать текст «Волшебник», он уже маленький, и выполнить задание к нему. Тут создается некая фантастическая юмореска. На страничку текст, с небольшим, да? Ребенок читает, прочитал и выполняет по нему соответствующие, опять-таки же, 8 заданий. 10-е задание вы видите ответить «да», «нет» и объяснить свою точку зрения, опираясь на текст. За кого приняли главного героя, запишите свой ответ. Почему? И тут, посмотрите, найдите и выпишите из текста реплику Славы или Жени, которая это объясняет. То есть конкретно цитирование. Соображал, что еще сделать. Объясните, почему герой произносит эту фразу. Вот она у нас даже с вами выделена. 14 задание. Почему в конце разговора мальчики все-таки назвали главного героя волшебником? Тут надо выбрать один ответ, и это как-то так радует, как в 16 задании, в 16 и 17 задании. Но тут все правильные ответы. И посмотрите, здесь не конкретизируют для обучающегося 5 класса, сколько этих правильных ответов должно быть. И 15 задание, это задание также с открытым ответом. То есть давайте посмотрим, сколько все-таки у нас с вами заданий с открытым ответом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, я зачитаю как 9, 10. То есть по логике, даже если быть совсем объективным, то у нас 9 открытых вопросов, а заполнение одной таблички и 8 закрытых вопросов. Тестовых вопросов. Посмотрите, мы говорим о том, что фактически задание достаточно сложное. 40 минут, 9 страниц текста, который ребенок должен прочитать. При этом по факту мы говорим о том, что 6 страниц – это текста, который обучающийся должен будет проанализировать и на основе анализа этого текста сделать определенное умозаключение, предположение, допущение и так далее, объясняя свою точку зрения. Не знаю, может быть, вы со мной не согласитесь, но с моей точки зрения это будет достаточно сложно нашим обучающимся, потому что почему опасения прогнозируемые? Фактически такие допущения можно сделать, опираясь на анализ российских проверочных работ пятиклассников. Сколько там ошибок, сколько там сложностей, трудностей. Дети не дочитывают, невнимательно читают, не выполняют или не довыполняют те или иные задания. При этом критерии оценивания достаточно сложные, потому что, в смысле, достаточно строгие, потому что все четко, конкретно прописано. Как у любой домоверсии, видите, есть определенные критерии оценивания, уже на 10 страницах. Верно, правильно выбрала, представляете? Эх, а я-то выбрала Сибирскую Одиссею, оказывается, это была Дикая Одиссея. Понимаете? Критерии четкие, строгие, понятные. И в данном случае очень хорошо, что видите, к каждому заданию есть определенная характеристика. То есть мы видим, что проверяют, и таким образом мы выявляем, какие дефициты у наших с вами обучающихся.
Коллеги, вот таким образом выглядят задания. Вы видите, что, в принципе, эффективные педагогические практики, мы говорим о создании учебной ситуации на уроках, учение в общении, то, чем мы, в принципе, уже с вами занимались и будем заниматься. Это поисковая активность, это творческая деятельность, это проектная деятельность и оценочная самостоятельность. Последний момент у нас с вами, к сожалению, в рамках школьной программы несколько западает. Ну и еще раз я указываю вам, в общем-то, вот они, мониторинг формирования функциональной грамотности. Вот так вот выглядит их сайт, ссылочка, собственно, skifinstrau.ru, которая нам помогает везде и всюду узнавать. И фактически вы видите, что материалы прошли апробацию в 24 регионах страны, и разработчики утверждают, что есть, как это называется, основания для оптимизма, потому что якобы те, кто подверглись проверке, выполнили эти задания достаточно успешно, достаточно грамотно. Поэтому, коллеги, будем надеяться на лучшее. Если будут возникать какие-то вопросы, мы всегда рады вам помочь по мере возможности. И если не сможем сами, то, соответственно, пригласим специалиста. Поэтому, если будут возникать вопросы, обращайтесь. Всегда рады вам в сотрудничеству и помощи вам. Мои контакты представлены на слайде, поэтому милости просим. 324 кабинет, Институт развития образования, Орджоникидзе, 23. Приходите, звоните, пишите. На сайте вся информация, на сайте Института развития образования вся информация представлена, в том числе и электронная почта. Надеюсь, что наш семинар был для вас полезен. Всего доброго. До свидания.